1 июля к работе приступила приемная комиссия Юго-Остинского государственного университета имени Александра Дебилова. Вопросы приемной комиссии 2025-2026 учебного года были подробно обсуждены на учетном совете. Прием абитуриентов будет осуществляться как на дневное, так и на заочное отделение. Дневное отделение представлено 12 специальностями. Дневное отделение полностью на бюджетной основе, то есть образование бесплатное. Объявлен прием также на 7 специальностей заочного отделения на бюджетной основе. Тоже означает, что на бесплатной основе. Абитуриенты университета, решившие поступить на заочное отделение, могут выбирать из 2 видов обучения – заочного отделения на бюджетной основе или на коммерческой основе. Абитуриентов, решивших поступить в вуз на коммерческой основе, ждут изменения, связанные с российскими федеральными образовательными госпрограммами. У нас есть некоторые изменения. С чем они связаны? Они связаны с тем, что с 1 сентября 2021 года в России повсеместно введены так называемые федеральные государственные образовательные программы, ВГОС, коротко, если их называть. В соответствии с ними есть определенные требования к количеству часов и форме обучения каждой специальности. Эта необходимость обоснована тем, чтобы у выпускников Юго-Остинского вуза не возникали затруднения при устройстве на работу за пределами республики. Если все наши эти программы привести в соответствии с этими образовательными стандартами, а привести мы должны, потому что иначе наши выпускники сталкиваются с проблемами при трудоустройстве за пределами нашей республики. А так уже ограничений не будет, количество часов и там, и здесь будет соответствовать, и никто к ним придираться не сможет. В соответствии с российскими программами в ЮОГУ впервые была выделена очно-заочная форма обучения. Она предполагает увеличение аудиторных часов обучения для некоторых специальностей. Туда перенесены такие специальности, как государственное муниципальное управление, промышленное и гражданское строительство, психология, фармация и юриспруденция. По заочной программе понятно, что больше упор на самостоятельную работу студента. Но в данном случае количество аудиторных часов будет увеличиваться. Вот в этом основная разница. Остальные, специальности, которые были по заочной форме обучения на коммерческой основе, остаются те же за небольшими изменениями. Эти изменения касаются специальностей фармация и психология. По ним набор абитуриентов на базе высшего образования, то есть на второе высшее образование, не будет осуществляться в этом году. На все виды обучения вышеперечисленных специальностей ученым советом университета установлены несколько видов льгот. Мастера спорта и кандидаты в мастера спорта, которые поступают на заочное отделение по специальности физическая культура, освобождаются от сдачи нормативов, поскольку, как известно, у нас установлены нормативы по легкой атлетике, по гимнастике для всех тех, кто поступает на специальность физическая культура. Кроме того, лица, награжденные по окончании средней школы золотой или серебряной медалью, а также лица, окончившие с отличием среднее специальное учебное заведение или профессионально-техническое училище, по выбранной специальности сдают один экзамен, который в нашем объявлении указан первым. При получении оценки 5 они освобождаются от всех остальных экзаменов. При получении оценки 4 или 3 сдают все то же самое, что остальные абитуриенты. Прием заявлений осуществляется с 1 по 15 июля, а по специальности международная журналистика до 12 июля. В университет поступающие прилагают документ о среднем образовании, 6 фотокарточек размером 3×4, медицинскую справку и предъявляют паспорт и документ о воинской обязанности. Приемная комиссия расположена в здании общежития Госуниверситета. График работы комиссии в будние дни с 9 до 18:00, в субботу до 14:00, в воскресенье выходной. Эльвира Дебилова, Ринат Медоев, Зарема Арсоева. Информационный выпуск сегодня.